Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбек Заде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подписал ряд законов. К ним относятся законы Республики Таджикистан о ремесленничестве, о пастбищах, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о проверке деятельности субъектов хозяйствования, о выдаче лицензий на некоторые виды деятельности, а также Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, таможенные и налоговые кодексы. Закон Республики Таджикистан о ремесленничестве был разработан и принят с целью выполнения указаний, вытекающих из послания президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 26 декабря 2018 года и связан с объявлением 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел, направлен на государственную поддержку предпринимательства и улучшение сферы туризма, особенно на развитие народных ремесел, повышение уровня и качества жизни народа. Закон Республики Таджикистан о пастбищах принят в новой редакции. В нем полностью урегулированы вопросы порядка использования пастбищ, права и обязанности их пользователей, контроль над правильным и эффективным использованием пастбищ, а также другие вопросы, относящиеся к пастбищам. На основе внесенных изменений в закон Республики Таджикистан о проверке деятельности субъектов хозяйствования определены полномочия вновь образованных уполномоченных государственных органов в сфере государственного контроля, здравоохранения и социальной защиты населения, в сферах продовольственной безопасности и гражданской авиации. Изменения и дополнения, внесенные в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, направлены на предотвращение незаконного подключения сим-карт к электронным и использования их для совершения преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер. Также определена административная и уголовная ответственность за совершение подобных поступков. Согласно изменениям и дополнениям в налоговый и таможенный кодексы Республики Таджикистан, работники упомянутых органов в дальнейшем должны представлять декларации о своих доходах и имущественном положении. Подписанные законы направлены на всестороннюю защиту прав и свобод человека, обеспечение безопасности государства и общества, правильную реализацию денежно-кредитной политики, государственную поддержку предпринимательства, развитие народных ремесел и улучшение жизни народа. Душанбе за последние годы стал еще более красивым и комфортным. Строящиеся новые современные здания, обновленные парки, скверы и бульвары вдохновляют поэтов и писателей. Сегодня в столице состоялась презентация книги «Душанбе. Сердце Таджикистана». В честь 30-летия независимости Республики Таджикистан в столице была презентована книга «Душанбе. Сердце Таджикистана». Автор книги Мирзуалим Мирсаидзода рассказывает об истории и развитии города Душанбе. Издание украшено цветными фотографиями, а также имеется раздел размышлений государственных политических деятелей, ученых, литераторов и журналистов о городе Душанбе и о Таджикистане в целом на 3 языках – на таджикском, русском и английском. Книга предназначена для широкого круга читателей. Торжественная презентация состоялась в здании Академии наук Республики Таджикистан. На мероприятии было отмечено, что Душанбе – это культурный, политический и экономический центр страны, поэтому преобразования в нем влияют на развитие всей страны. Сегодня было представление новой книги «Душанбе. Сердце Таджикистана». Это очень интересная книга. Там статьи наших выдающихся ученых, политических деятелей, ветеранов труда. И там все говорят о том, что настолько преобразовался наш город, настолько он красив, и действительно мы гордимся своей столицей. Столица объединяет представителей всех регионов республики. Здесь учатся. Город молодости, студенчества, город любви. И по паркам, когда ходят, и по вот этим цветущимся нашим аллеям, душа радуется. Нам, людям в возрасте, хочется быть еще молодым, чтобы равняться городу нашему. Душанбе интенсивно благоустраивается, строятся новые высотные здания, комплексы, разбиваются новые парки, скверы и аллеи, улицы озеленяются и обновляются. Столица Таджикистана становится все более красивой и комфортной для проживания. Только за последний год в столице были построены, отремонтированы и сданы в эксплуатацию десятки новых современных объектов, а в текущем году работы в этом направлении увеличатся. Уже в ближайшем будущем город будет состоять из высотных
высотных зданий с продуманной развитой инфраструктурой, школами, детскими садами, больницами и другими социально-культурными и экономическими объектами. В Душанбе появились новые объекты образования, здравоохранения, торгово-развлекательные и культурные центры, спортивные комплексы, инфраструктурные объекты, которые украшают город и обеспечивают еще большую комфортность проживания в столице. Все запланированные объекты соответствуют международным стандартам, градостроительным нормам и архитектурному стилю города Душанбе. При осуществлении застройки в Душанбе уделяется особое внимание озеленению и ландшафтному дизайну, чтобы сохранить статус самой зеленой столицы стран СНГ. Преобразование чувствуется во всех сферах жизни города. Проживание в городе становится более комфортным и приятным. Зумрат Файзиева, Бахадур Хасанзода, телевидение Таджикистан. В Таджикистане наблюдается интенсивный экономический рост. Так, к примеру, доходная часть государственного бюджета за десятилетний период увеличилась почти в 4 раза. Кроме того, на основе преференций, представленных правительством страны, в Таджикистане наблюдается наращивание объемов продукции импортозамещающего производства и экспорта. Все эти меры, безусловно, способствуют эффективной реализации 4-й стратегической цели индустриализации Таджикистана. Благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. В настоящее время в стране принимаются меры по эффективной реализации 4-й стратегической цели индустриализации в Таджикистане. По словам специалистов, за последние 3 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте возросла с 15,2% до 17,3%. До 2030 года запланировано увеличение доли сферы промышленности в валовом внутреннем продукте до 22%. В 2018 году из 20 видов товаров и продукции, ориентированных на экспорт, обеспечено увеличение производства 15 наименований. Правительство Таджикистана принимает меры по налаживанию выгодного сотрудничества с приграничными странами для расширения экспортных и транзитных возможностей страны, транзитных перевозок товаров и продукции и создания зеленых коридоров. В настоящее время в стране продолжается реализация 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 30 миллиардов сомони. На основе преференций, предоставленных правительством страны, наблюдается рост продукции импортозамещающего производства и экспорта. Согласно государственной программе содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы в стране созданы благоприятные условия для реализации государственной внешнеэкономической политики и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках, направленный на увеличение объемов экспорта, снижение доли потребительских товаров и услуг в общем объеме импорта. В настоящее время более 450 наименований товаров Таджикистана предназначены для экспорта. Ну и последнее о спорте. Таджикский гроссмейстер международного уровня Фарух Аманатов выиграл в индийском городе Мумбай турнир The12 Mumbai Mayors Cup. Таджикистанец одержал 6 побед, обыграв представителей Индии, Бангладеш и Чили. 4 партии Аманатов свел к ничьи. В турнире приняли участие 217 спортсменов из 21 стран мира. В прошлом году Фарух Аманатов стал также победителем этого турнира. Он чемпион Таджикистана, победитель турниров Moscow Open, Владимир Open. В составе сборной Таджикистана 6 раз участвовал в шахматных олимпиадах. Международный гроссмейстер с 2002 года. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на Первом канале.